Да, спасибо большое. Да. Сейчас, хорошо. Ну, я уже вижу.
В воротах Макс, вратарь, в штанах обрезанных по шорты, рубахи с продуванием со всех мест. Защиты Пашка, вылеты из колонии, горстями жрал металл растянули. 140 жил, по 200 тяга, столько жил на коне, и бегать сколько газовый баллон. Футбол на Бережковская, обычный двор московский, междворовал Володька, у пьяных физрука, то звон разбитых стекол, то просто мат из окон, и в пальцы Макс за
Олег! Олег! Семья, жена, дети. Да, да. Самый последний прикольный был, да? Добрый вечер. Вечер. Ничего страшного. Скажи. Ты мог как-то раньше прийти. Нет, к сожалению. Я выехал с болельщиками и возникли определенные нюансы. Вроде. Уже прямо исключились, да? Да, все здесь есть? Больше нет. Не ругайся. Ты, кстати, этот, погромче говори. Да мы как хорошо слышно было. В камеру. Он просто громко говорит. Сейчас я буду так, чтобы он... Не вижу, вы выжили, ты сам хозяин. Дальше счет. Вот, один Беларусь, один Кипрец. Один Кипрец.
Всем привет! Сегодня мы смотрим футбол из Клецка. Крумкачи в 18-м туре приехали в гости к местной команде, и матч начинается непривычно рано. В 18-м туре начало игры у нас сегодня 12 часов утра, так что просыпайтесь, пейте чай, нарезайте бутерброды и будем смотреть футбол. Как вы знаете, Крумкачи в прошлом туре обыграли СМИ «Автотранс» со счетом 4-0, да? 4-0. Я уже сбился там со счета. А вот смотрим, мы, как команда приветствует болельщиков, приехавших из Минска. Вроде недалеко до Клецка ехать, там чуть дальше, чем Несвиж, там 120 километров, но не так просто было добраться, потому что проезжали мы через населенные пункты, и несколько сложно было по трассе быстро ехать, поэтому надеемся, что ребята смогли проснуться и покажут нам сегодня качественный футбол. Состав команды Крумкачи я сейчас вам расскажу. В воротах Антон Шунто, в центре обороны Владимир Шибек, Александр Былина. Приветствую всех любителей футбола в городе Клецке, всех гостей и болельщиков. Сейчас меня тут немножко На городском заглушат, стадионе послушаем в очередном матче чемпионата Республики Беларусь среди команд второй лиги футбольный клуб Клет принимает команду футбольного клуба Крумкачи, город Минск. Понятно. Наши гости команда Крумкачи выступают в следующем составе. В воротах Антон Шунто, номер 14. Номер 3 Александр Былина. Номер 4 Владимир Шибека. Номер 5 Денис Ургашов. Номер 7 Дмитрий Бухария. Номер 9 Алексей Ходневич. Номер 10 Олег Дыболь. Номер 11 Дмитрий Пархацев. Номер 28 Павел Баскаков. Номер 49 Сергей Кошин. И номер 54 Дмитрий Жданюк. Капитан команды. Главный тренер команды Кучук. Команда Крумкачи выступает с черной футболкой. Команда Клецк выступает в следующем составе. В воротах Антон Пугач, номер 1. Номер 23 Артем Михеенко. Номер 15 Павел Карбовский. Номер 21 Игорь Анципов. Номер 4 Олег Головнев. Номер 8 Дмитрий Колечик, капитан команды. Номер 22 Алексей Куликов. Номер 11 Глеб Захарин. Номер 18 Виктор Голуб. Номер 9 Сергей Торчилов. Номер 6 Илья Новицкий. Главный тренер команды Михаил Дементьев. Команда Клецк выступает в синих футболках. Встречу судит бригада в следующем составе. Судья Евгений Коваль, город Гродно. Ему помогает Денис Пашкевич, Виталий Жук, оба судьи город Брест. Резервный судья Леонид Демух, город Несвиж. Инспектор матча Георгий Вербицкий, город Сломин. Послушали мы стартовые составы команд. Спасибо местному диктору. Ну, видим по первым минутам, что пытаются Крумкачи прибрать мяч, но и Клецк отвечает попытками атаки. Именно на этом стадионе несколько недель назад едва не случилась самая главная сенсация белорусского футбольного сезона, когда Брестская «Динамо», пусть и не основным составом, с трудом одолела местную команду по пенальти в Кубке Беларуси. Даже проигрывала по счету 2-1, а потом в конце сравняла дополнительное время. И таким образом, он сейчас Кошин выходит 1 на 1, но фиксирует офсайд боковой арбитр. Так вот, Клецк всех удивил тогда, но он на прошлой неделе, как и многие команды второй лиги, совершенно по-разному выглядят команды дома и в гостях. Вот, например, в гостях против Руха не смогли ничего клецкие футболисты
поделать и получили 8 мячей в свои ворота. Но сегодня будет совершенно другой матч. Значит, быстро переходит в атаку Клец, и Гахария выбивает мяч в аут. Вся команда Крумкачи отошла на свою половину поля, остается Кошель впереди, Ходневич опускается низко в оборону. Посмотрим, как будет выходить, когда получит мяч. Довольно много людей приехало поболеть за Крумкачи. Я думаю, так человек 30. 25-30 человек активно поддерживают свою команду. Местные торсиды как бы не вижу я, ну, чуть больше людей пришло на центральную трибуну. Возможно, время начала матча отпугнуло зрителей, но ничего не поделаешь, надо играть в футбол нам, и хозяева все находятся в равных положениях. Единственное, что нам пришлось рано вставать для того, чтобы выехать из Минска. Будут подавать угловой хозяева. Ходневич, вернувшийся, помог обороне. И удар в сторону ворот Антона Шунто, совсем не точно. Натуральное поле, да? Ну вот, как мы видим, натуральное поле в Клецке, в отличие от большинства стадионов второй лиги. Денис Лукашов выигрывает единоборство и оставляет мяч за Крумкачами. Да, казалось, что нарушает правила Баскаков, а там футболист Клецка сыграл рукой и будет штрафной исполнять Крумкачи. С правого фланга там Былина, который забил прекрасный гол в ворота Семиавтотранса. Просто MVP матча исполнил. В первом тайме против Семиавтотранса Александр Былина выбил мяч из пустых ворот после того, как уже Антон Шунто был отыгран. Но смотрим момент. Гахария должен первым успевать к мячу, пасует Антону Шунто и... Решение правил. Гахария подставился и дал возможность сопернику свалить. Разворачивает мяч Былина на другой фланг, на Шибека, и опять центр обороны начинает атаку Воронов. И вот Лукашов сбрасывает мяч на опасно, может быть, но не смог Данок. Подработал мяч Данок, и вот это лишнее касание, оно не позволило нанести прицельный удар. В первом матче между этими командами в Минске в третьем туре была зафиксирована победа Крумкачева со счетом 2-1. Тогда мячи забили Ходневич и Жданок в первом тайме. А в воротах тогда играл... В воротах Крумкачева тогда играл Александр Лукаш, тренер вратарей. Так получилось, там был вынужденный ход со стороны тренерского штаба. Но этот выход себя оправдал, и Крумкачев победил соперника. Но было непросто. И на удар, между прочим, наносит Илья Новицкий, который совсем недавно был футболистом Крумкачев. Но в межкруговой паузе, еще даже, наверное, до межкруговой паузы, перешел в Клецк за игровой практикой, и в Крумкачах он не так много ее получал, там 4 матча провел, из них 2 в основном составе.
Какая минута примерно? Сколько начали? Во сколько точно начали? Минуту, у вас есть время? Во сколько начали? 5 минут, значит, 12. Подсказывают мне, что не успели мы запустить таймер. Сейчас, думаю, где-то 11 минут идет. Давайте ориентироваться на то, что сейчас 12 минут прошло первого тайма. Как и следует фаворитам матча и команде, занимающей второе место в турнирной таблице, больше атакуют Хрумкадши, но до супер опасного момента дело не доходит, разве что был момент у Жданка, когда... А вот сейчас Алексей Ходневич отдает на Пархачева. И первое касание бьет Дмитрий в верхний угол, но он чуть не точно. Вот и опасный момент, дождались мы в исполнении гостей. Денис Лукашов выигрывает воздух, но мяч возвращается обратно вратарю Клецка. Едва не дошел мяч до Кошеля после передачи Жданка, но защитник успел выбить. И даже не в аут, а там успевает футболист Клецка оставить мяч в игре. Может быть, неплохая передача, но... Антон Шунтов успел первым к мячу. Пытаются прессинговать клецкие футболисты и Хрумкадшов, не давать им разыгрывать мяч. Вот сейчас ошибается защитник, мяч уже у Кошеля. И очень опасно бил Баскаков в дальний угол подкруткой, но... И вот видите, опасный момент возник после ошибки одного из двух центральных защитников Клецка. Мяч отскочил к Кошелю, была передача, Баскаков, там Пархачев пропустил мяч и наносил удар Павел Баскаков. Еще один опасный момент у ворот Клецка. Кахария сейчас будет навешивать штрафную. И мяч еще опять у Кошеля, опять пропускают центральные защитники. Опять Баскаков завозился, уже не первый раз. И завозились опять Хрумкадши в штрафной Клецка. Вроде бы хороший момент для удара, но нет удара. И потом уже просто из неудобной позиции наносил удар Джок и... Опять мимо. Ну что, удары есть, осталось попасть по поворотам. Илья Новицкий выиграл воздух у Пархачева, кажется. Ну, нарушение, Ходневич немножко подсел на футболиста Клецка. Некому разыгрывать сразу. Ну, нарушает правила Пархачев здесь на футболиста Клецка, извиняется. И надеюсь, что все игроком хозяев все в порядке.
Джок прессингуется за двоих защитников, не дает им разыграть мяч. И показалось, что, кстати, от Кошеля улетел мяч, но боковой фиксирует, отдает мяч Крумкачам. Дмитрий Подхачев у мяча будет далеко бросать на Ходневича. Алексей сбросил в центр прямо на защитника Клецка. Упускает Александр Булина мяч за боковую. Уже не первый раз мы видели в этом сезоне, как удачный вот опасный момент мог получиться, там Кошель то ли бил, то ли простреливал на Ходневича, немножко не хватило Леши для того, чтобы замкнуть эту передачу. Так вот, уже не первый раз мы видели, не один раз мы видели в этом сезоне, как Крумкачи забивали гол благодаря тому, что быстро вводили мяч из-за боковой, пока защитники команд соперников смотрели там, наверное, считали ворот. Так что это такой как дополнительный конек, что ли, наигрыш, очевидно наигрыш тренерский команды Алексея Кучука. Уверен, что мы и в этом матче ни разу не увидим атаки, которые проведены после того, как мяч просто быстро бросили. А вот опасный момент. Воскаков выходит 1 на 1. Удар. И выносит. Вратарь отбивает мяч и на подборе успевает сыграть защитник и бить мяч в аут. Очень опасно было. Не сумел Баскаков убежать совсем, уж 1 на 1. Защитники подоспели и помешали Паше сделать, нанести там точный удар. Мяч вон на боковой. Много Крумкачев на половине поля Клецка пытаются не дать соперникам. Но арбитр фиксирует коробочку, хотя там на самом деле касания не было, и мяч просто Лукашов ушел за боковую. И опять больше Крумкачев кажется визуально, чем футболистов. И очередной заброс на Кошеля. Смотрим, чем закончится эта атака. Джок 1-1 против футболистов. Прострел и блокирует удар. 22 номер Клецка и будет угловой. Создается ощущение, что чуть-чуть остается Крумкачам для того, чтобы провести результативную атаку, но не хватает последнего паса и точного удара. Уже несколько раз мы видели, как мяч метался в штрафной хозяев. Посмотрим, чем закончится этот угловой. Наносит удар Денис Лукашов из опорной зоны, и мяч пролетает левее стойки ворот. Это первый матч сегодняшнего игрового дня, а самый интригующий поединок тура второй лиги будет сыгран в Ашмянах, куда приедет в гости Реченский Спутник. Эти команды все еще претендуют на выход из второй первой лиги, занимают 3-4 строчки. И о многом для обеих команд это возможность немножко оторваться от соперника, но тяжело будет добраться до Руха и Крумкачев, потому что очень много играть.
Всего лишь 18 туров, всего 30. Благодаря прессингу Ильи Новицкого получилось у Клецка отобрать мяч. Пугачев и Владимир Шибек отдает неточную передачу. Где-то 20 минут уже сыграли команды в первом тайме, счет по-прежнему он не открыт 0-0. Больше моментов имеет Кронкачи, но... Еще один фол на Маскакове. Будет подача, скорее всего, а не розыгрыш мяча. У мяча Павел Баскаков и высоко подает Баскаков, и Шибека на дальней штанге просто физически не успел бы загнуть эту передачу, чуть бы слабее. Убегает уже в Клецк в свою не такую уж частую атаку. Двое футболистов Клецка в штрафной. Стараются быстро Кромкачи без долгого ввода мяча в игру начинать атаки. Но успевает Клецк вернуться всей командой назад и позиционно взломать эту оборону. Ходневича передача. Слишком далеко пустил Алексей. И вот может получиться очень хорошая атака, если будет пас на Кошеля. Ну а Джок не сумел обыграть на первом замахе защитника и упустил момент. Правда, поставил арбитр нарушение правил на Кошеля и, по крайней мере, заработали штрафной. Ну вот... вроде все правильно делает Кромкач. А вот и замена. Первая замена у нас в составе Клецка. В середине первого тайма замена проводит. Видимо, вынужденную, потому что хромает замененный футболист под 9 номером. Мы желаем ему здоровья. В команде Клецк произошла замена. Поле покинул Сергей Торчило, номер 9, вместо него вступил Александр Плечистик, номер 10. И еще один стандарт не довел до опасного момента. На этот раз Александр Былина выше ворот и выше штрафной отправил мяч за боковую. Неточная передача, уже не первый раз мы видели в этом матче. Ну, угловой там удалось Бахари лечь под мяч, блокировать его и выбить мяч на угловой. Там не дал ему подать в штрафную, но однако стандарт исполнен футболиста Клецка. Смотрим, чем завершится эта атака.
Вот можно сказать, еще один угловой, там остался стандарт. Витя, подбор, Витя! Отличная передача Антона Шунтона Баскакова. Немножко, может быть, роста не хватит Павлу, но... Шел. Дениса Лукашова немножко не хватило для того, чтобы накрыть соперника. И вот еще раз пытается Клеск перейти в атаку. Вот уже вышедший футболист. Интересный удар получился. Был бы очень крутой гол, если бы он попал, конечно. Ну, буквально с первого касания подработал, со второго, не опуская, пробил. Засчитаем за удар в сторону ворот. Теперь Антону Шунто не дают буквально известными защитниками, поэтому приходится выбивать вперед. Увидел 18 номер Клеска, что Антон Шунто далековато вышел из ворот и пытался буквально с центра поля от лицевой линии от боковой линии перебросить мяч прямо в ворота. Ну, за попытку плюсик. Довольно напряженно у нас пока игра, пока счет не открыт. И... Начали клевские футболисты последние минуты выигрывать больше единоборств. Это заметно. Немножко, может быть, стали Крумкаши все время сохранять мяч и играть его под своим контролем. И опять мяч отдают на Джока. И очень мягкая передача, слишком мягкая. Там центральные защитники не дают пройти. И вот нарушение правила Гахария может получить желтую карточку за это. Ну, было такое срыв атаки, можно сказать, и могли футболисты Клевска убежать. Получает Гахария первое предупреждение в этом матче. С другой стороны, не допустил опасную атаку на наши ворота, поэтому она целиком оправдана. А началось все с того, что Кошель не сумел отдать точную передачу на Ходневича. Это неуступчивая команда из Клеска в матчах с Крумкачами в первом круге. Было тяжело, 2-1 счет такой на тоненького, и забили гол. В Минске все очень красиво. Ну вот могут Крумкачи разыграть. И опять успевает защитник, опять не получается сделать точную передачу. Казалось бы, уже четвером против двоих или троих убегали Крумкачи, но... Поучаствовал Павел Волчецкий в игре, подав мяч Дмитрию Прохачеву. Призывают Дмитрия Прохачева бросать в штрафную на высокого Ходневича. И опять клевские футболисты убивают мяч из штрафной. Ну, вот так вот. Полчаса у нас сыграли команды, счет по-прежнему не открыт. Вроде как позиционное преимущество имеют Крумкачи.
Могло получиться, на самом деле, очень опасно. Но... Хорош, Коля, хорош! Гай, дорабатывай, свои есть! Гол потерял! Мяч сразу. Не надо, Димон, не надо, свои! Хорош, Игорек! Казалось, что спалили на жданке, получает он повреждение, лежит на газоне. А Блеск атакует. Арбитр не останавливает игру. Будут разные варианты атаки Кромкачи, когда есть возможность Антона Шунтова убивать, Антон мяч далеко вперед. Он вроде поднялся. Уже не первый, сколько, наверное, передач 8-10 прошло футболистов Блеска, может быть сюда, поворотом. Прямо в ворота, но Антон Шунто на месте, спокойно забирает мяч, показалось. Ну, опасно, хорошая атака со стороны Клецка, много раз они перепасовались между собой, это там не контра была. И следует это обратить внимание футболистам Алексея Кучука. И опять с мячом футболиста Клецка. Никого нет на фланге. Да, передача на правого защитника. Сзади идет. Заставляет главный боковой арбитр Антона Шунто снова вести мяч в игру, потому что мяч по катящемуся мячу был нанесен удар от ворот. И быстрой атаки уже не получится. Начинает опять разыгрывать через центральных защитников и опорного дыболя. А что, в другой стороне? Плотнее, в середине. Там же ворот нет. Ой, Жданов очень неудачно, к сожалению, принял мяч, и будет очередной удар от ворот. Сейчас тоже было видно, что удар нанесен по катящемуся мячу. Владимир Шебека пытается зарядить футболистов своей команды боевым кличем. Мы надеемся, что это поможет нашим парням. И... Вообще нужно забить этот гол, который, возможно, раскрепостит команду и позволит более расслабленно проводить все оставшееся время матча. Хотя, говорил ли я, что не будет спокойно в Клецке, не будет такого выноса, как эта команда потерпела неделю назад в Бресте против Рука. Совсем по-другому. Многие команды второй лиги совсем по-другому играют дома. Вспомните наш матч в Горках, когда только на последнем минуте удалось вырвать победу.
мяч находится на той стороне поля, где располагаются трибуна болельщиков Крумкачева. Вы можете видеть, как приехавшие поддержать команду люди собственно помогают ей. Александр Былина забрасывал хорошую закидушку на Прохачева, но там технический брак допустил наш футболист, и очередной удар от ворот. Сколько их было уже сегодня? Сколько их сегодня еще будет? Нарушают правила на Дениса Лукашова хозяева, и нет, показывает арбитр, что не нарушение, а аут. Да, именно аут, не нарушение. Баскаков тоже подумал, что будет штрафной удар, можно будет пробить. Захарьев бросает на ходник, еще нет. Очередная попытка забросить мяч в штрафную. Показывает арбитр, что было нарушение правил в атаке, там кто-то подтолкнул из Крумкачева футболиста хозяев, и у нас совсем мало осталось времени до перерыва, я думаю, меньше 10 минут. Получает повреждение Баскаков. Не знаю, видно ли вам из-за флага там это, да? Не видно? Очень возмущен этим нарушением. Павел Баскаков все-таки отошел, он, получается, вернулся очень близко к защите и получил неприятный толчок или удар по ногам. Пауза у нас в игре как раз будет у ребят. Возможность обсудить какие-то эпизоды. А скоро вот такая возможность появится у тренерского штаба. Я думаю, что будут внесены определенные коррективы. И ну, все в порядке с Баскаковым, выходит он на поле. Высоко поднялся Прохачев, видимо, пока Баскаков по позиции остался на левом фланге. Ох, Данок круто принял мяч, очень технично, был на ударной позиции, пробил не сильно, прямо в руки вратарю. Но опасно могло быть. Не будем говорить, чья школа. Очередная дальняя закидушка такая в штрафную, не находит адресата, с первым мячом Борис Клеск оказывается. И пас Кошель не прочитал и забирает мяч вратарь Клеска. Высоко прессингует Крумкачи, Баскаков. Но
Кошель немножко заплел руки и ноги защитнику Клецка, но сам, скорее всего, сам упал там. И убивает мяч вратарь. Клецка прям выбрасывает его за боковую. Нужно будет нашим футболистам вернуть его в рамках фэрплея. Лока, что ты же глухой или что? Да забери ты! Такое ощущение, как будто забыли вернуть сразу. Да, мне тоже показалось, что наши футболисты забыли вернуть мяч Клецким. И... Показалось, что рукой своего защитника могли быть опасный штрафной. Ну ладно, как бы. Обошлось. Переводим его вдаль. Гахария. Слишком сильная была передача, и немножко не успел Дмитрий Гахария. Если бы достал, могло бы получиться опасно. Там один защитник против него был, и можно было успеть подать мяч в штрафную. Вот. Вдвоем упали Пархачев и Новицкий, и ни один из них не нарушил правила. По мнению арбитра, мяч остался в Ромкачеву. Такое ощущение, что периодически меняются позиции Баскаков и Пархачев. Не знаю зачем это, правда, но... Хочется в команде Кучука и, собственно, тренеру забить быстрый гол, точнее, как гол в раздевалку, потому что пока, я думаю, есть вопрос, особенно по реализации момента, по созданию и по реализации. Свистнул боковой, положение вне игры, там и у Лиходневича, и у Кошеля, скорее всего. Совсем мало времени осталось играть в первом тайме, и с минуты в минуту прозвучит финальный свисток и для первого тайма. Не первый раз мы видим, как футболисты Клецка наносят удар практически без обработки, там одно касание, с лета удар. Такие удары тоже таят в себе опасность, если залетит, то уж... Но он показалось, что не было вне игры, на самом деле, у Кошеля, но боковой стал прямо по позиции, наверное, ему виднее в этой ситуации.
Прошел мяч по блоке. Вот, да, много футболистов. Ого. Молодой, ближнему отдай, твоя работа вся! Красава. Закончился у нас первый тайм, счет 0-0. Встречаемся во втором. Верим в победу Крумкачева.
Начался второй тайм матча Клецк-Крумкачи. Без замены у нас обошлись команды в перерыве. Интересно будет посмотреть, какие корректировки внес Алексей Кучук в игровую модель футболистов-гостей. За мяч. Что минуту мяч подает. Только начался второй тайм, уже происходят какие-то проблемы с вводом мяча в игру вратаря Клецка. Будем надеяться, что не будет этих ненужных задержек времени и для того, чтобы команды смогли показать свой лучший футбол. Пытался Антон Шумко быстро мяч ввести в игру, там 3 в 3 могли убегать нападающие, но не точно получилась передача с рук. Что там было? Офсайд. Как, не, если он не выиграл? Там разве выиграл борьбу наш? Ну, судья офсайд показал. Едва не замыкает прострел Жданка Кошель Ходневич, но там опять не идет мяч в ворота, даже не доходит до удара. Очень опасно было. Середина! Середина! То, о чем мы говорили, опять быстро разыгрывают аут. Крумкачи. Могло получиться опасно там. А сейчас мяч попадает в руку Денису Лукашову. Высоко прессингует. Каким-то чудом мяч не попадает в ворота.
Каким-то чудом не подать мяч в ворота, там Жданок выиграл мяч, простреливал с фланга, и Ходневич практически, казалось, мяч уже в воротах мы видим, но опять нет гола, и счет по-прежнему 0-0. А момент возник из-за того, что Жданок доборолся на фланге. Уже не один момент опасно создали Крумкачи. Во втором тайме. Ну, какое-то просто невезение сегодня. Гахария может подавать, но... Что все смотрят уже все, когда этот мяч зайдет в ворота, но не удается нанести завершающий удар. Там то блокируют защитники, то вратарь прекрасно играет. Садимся низко. Гахария. И очередной блок, просто невероятно. Какая-то уже паника немножко в рядах Клеска, но пока ему удается хозяевам отбиваться от атак Крумкачев. Не первый заброс, просто в штрафную на высокого Ходневича. Быстро разыгрывает мяч, Жданок с подскаком, но пролетает мяч мимо ворот. Сколько уже ударов? Больше 5 нанесли в этом тайме, но не удается забить, открыть счет. Разминается Игорь Макаров, Евгений Брилев. В составе Крумкачев. Передача уже, беги за мячом. За мячами бегать. Ну да, дополнительная нагрузка сегодня выполнена на роли наших футболистов. Как это было где-то мы так играли, наверное, в Ивацевичах, что ли? А нет, в Ашмянах там получилось, что... это и вне игры зафиксировал боковой арбитр. Там единоборство выиграл Ходневич, бросил на Кошеля, но не удается сегодня Джоку остаться вот на этой линии защитниками и выбежать из вне игры. Активизировались болельщики Ворона, понимают они, что очень важно сейчас как следует поддержать команду в не самой простой ситуации. Ну, видите, вот он и Клеск. Это очень непростой соперник. Никому не будет легко здесь. Что подтвердил недавний матч Кубка Беларуси, где команда высшей лиги Брестская Динамо едва отскочила от Клецка в пенальти, обыграв эту команду на этом стадионе. А основное время закончил счетом 2-2, то есть 2 мяча забили футболисты Клецка Бресту. Бросаются под мяч футболисты Клецка. Взял руки брать. Помоги! Будет замена в составе Крумкачев, первая состоится. Евгений Брилев выйдет на поле. Подозреваю, что вместо Кошеля или Ходневича. Выиграл Алексей Ходневич. Будет, кажется, замена как раз таки вместо Ходневича выйдет Евгений Брилев. Видимо, в руках резервного арбитра табличку с номером 9. Так что есть еще один угловой, один стандарт Алексея Ходневича, чтобы все-таки забить свой 10-й будет мяч. И опять не удалась передача Александру Былине. Сегодня вот нет вот этого последнего паса.
меняют как раз таки. Очень прикольная такая табличка для проведения замен. Команде Кумачи произошла замена. Коля Трофимова из всех одних номер 9 Евгений Брилев, номер 20. Брилев вступил в игру, сразу же жестко сыграл против защитников. Женя Брилев считается игроком ротации и редко выходит в основном составе, но удалось ему уже забить 2 мяча в этом чемпионате. Видимо, раз Клеск играет не очень замысловато, то и Крумка чересчур просто забросами. Пархачев бьет в упор, и вратарь отражает этот мяч. Просто сегодня бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота, но сегодня вот просто и вратарь хорошо играет. Защитники ложатся под мяч. Там остался один Пархачев на углу вратарской, с острого угла бил. Чемпионат также был. Там какой-то болельщик все возит постоянно. Прыгай, Санька, умница, Санька, Санька! Сёма, сбоса, скажи, Сёма! Лево, лево! Сёма, Сёма, лево! Хорошая передача на Баскакова получилась. Будет Паша накручивать соперника. Немножко пробрасывал мяч между двоих, немножко рукой придержал защитника Клецка. Двое защитников как раз удалось Клецку пройти мимо Владимира Шибека, и Пархачев остался единственным штрафной и даже не угловой, а Где он бегает, блядь? Он замыкает долго час, блядь! Центральный нападающий, блядь! Сказать не можешь, блядь. Махай руками. Гоша, стой там надо, блядь! Ну хорошо, Саша, никто до конца не успел куда, блядь. Видишь, что он закрыл. Вперед, вперед! Пас, давай. остаются с мячом футболисты Клецка, будет подача в штрафную. Жека, такой! Отличная закидушка была на Илью Новицкого, не успел к мячу бывший футболист Крумкачева, ныне нападающий Клецка. В
последние минуты проходят с небольшим территориальным, владеет мячом больше Клецк и пытается создать опасные моменты. И, может быть, немножко паузу взяли Крумкачи по темпу, не удается этими закидушками реализовать моменты свои. Ну, 1 в 1 против Гафариса, 22 номер уже. Видели мы, что он может прострелить. А вот и штрафной, на самом деле, подтолкнули Евгения Брилева на линии, там недалеко от линии штрафной, и будет опасный удар. Пробить могут и Былина, и Жданок, и Баскаков. Мы видели, как эти игроки забивают, реализуют стандарты в этом году. Устанавливает мяч Жданок, но рядом и Былина. Барабан болельщиков Крумкачева помогает команде настроиться на этот удар. Высокий защитник становится на ворота вместе с... Александр Былина реализует штрафной. А я не снимал, потому что... Вот это удар, я понимаю. Второй матч подряд Александр Былина. Второй матч подряд Александр Былина реализует штрафной удар, буквально как под копирку реализовал. Ну, открывает счет Крумкачи. Другой угол. Да, в этот. Филигранный удар и второй мяч сбивает Александр Былина. Но очень интересно, как сейчас будет развиваться матч. Забили наконец-то долгожданный гол. Не удавалось сделать это позиционной атакой, там и вратарь мешал. Очень блокировали хорошо удары защитники, но здесь практически смотрите на повтор, конечно, но мяч после удара Александра Былина прошел ровно между вратарем и защитником, который стоял на штанге. Нет, это не вне игры. Коши пяткой отдавал, и Шибека выбегал и оставился один против вратаря, но наносил удар затылком. Джоб два касания сделал пятками последним два касания. Баскаков обыгрывает, наверное, троих и наносит удар носком, не очень сильно получается, и вратарь забирает мяч. Перелетает мяч штрафную после навеса с правого фланга, там Гафари убивает его в аут. Поплотнее хочется, чтобы играли с защитниками. Помогает Евгений Брилев обороне. Но теперь нарушил правила и будет... Может нанести опасный штрафной. Стенки Лукашов. Скорее всего, останется Баскаков. Жека, лицом, давайте уже! Лёва! Подготовься, что не готов, половина!
Там упустил своего игрока как раз таки Евгений Брилев, 21 номер выскакивал за спину, за центральный защитник Клецка, и не смог он нанести прицельный удар, а было очень опасно. Минут сыграли команды в втором тайме. Открыли счет Крумкачи несколько минут назад, когда Александр Булина очень здорово реализовал штрафной. Но в этом матче все далеко не все ясно. И бывает, что опасными атаками выбегают клецкие футболисты. В очередной раз нарушают правила на Дмитрия Жданке. Было не грубо. Прохачев пытается нанести удар, там быстро разыграли Крумкачи. Не получилась быстрая атака, будем взламывать позиционно. Отдаем мяч Брилев на Баскакова. Едва-едва не хватило одного касания для того, чтобы Баскаков остался без защитников 1 на 1 с вратарем. Но второй защитник подстраховал, получается. Еще одна замена готовится у Клецка. 13 номер готовится вступить в игру. Прошло несколько точных передач у Клецка, и не могут никак Крумкачи завладеть мячом. Много людей в атаке позиционной. И только Булина могла пройти хорошую передачу, но там Александр Булина стал на пути мяча. Жданка прямо в руки вратарю Клецка. Это могут перейти в быструю атаку хозяева. Есть варианты продолжить направо или налево, выбирают отдать немножко назад и уже успевают Крумкачи вернуться. Но... В следующей паузе замена будет у Клецка. Небольшая пауза у нас в игре, связанная с заменой в составе Клецка. Команде Клепик ваша замена. Вместо Виктора Голова, номер 18, игру вступил Дмитрий Толкачев, номер 13.
Неточную передачу отдает Прохачев на Древова, там вроде как бы Евгений не успел к мячу. Нарушил правила против звонка вышедший на замену футболист, но Данок успел убежать от него. Сейчас передача. Едва не ошибся защитник. Гахари сейчас повезло, что защитник в центре штрафной хозяев не может встать. Там показалось, что могло быть нарушение правил. Дима Гахари уже есть желтая карточка, надо ему внимательнее быть, потому что не хотелось бы остаться по такой игре в меньшинстве. Напомню, матч Клевск-Крумкаши. Это первый матч 18-го тура второй лиги. Рано началась эта игра. Сегодня еще будет несколько интересных. Вот этот момент. Кошель вышел 1 на 1. Обыграл вратаря. Мяч отскочил к Баскакову и побил Паша выше ворот. Не зафиксировал офсайд арбитр. Там немножко остановились защитники Колецкой команды, что позволило Кошелеву выбежать 1 на 1. Так вот, сегодня состоятся еще несколько поединков, по сути все поединки 18-го тура второй лиги, а самым интересным из них будет матч Вашмяна, куда приедет в гости исторический спутник. Команды претендуют вместе с Рухом и Крумкачами на выход в первую лигу. У них равное количество очков и сейчас, и по 31. Владимир Шибеков выбил мяч на угловой. В подкате таком. Рыба, по стволу, рыба! Рыба! Едва не обокрал Баскаков футболиста Клецка. Разыграли Антон Шандос Былин этот мяч.
Пока один человек пока вышел на замену в составе Крумкачева, это Евгений Брилев. Сидит на лавке еще Игорь Макаров, который проводит большинство матчей с первых минут. Не торопится главный тренер Воронов вносить изменения в состав. Высоко летит бегает. Далеко глядит. А, кто? Детский. А. Теряет мяч Дмитрий Прохачев на своем фланге, там уже, наверное, наелся Дмитрий, играющий на левой бровке. И очередной раз Евгений Брилев нарушает правила. Какой блок Владимира Шебека, просто стопроцентный момент возникает у Клецка. Прошла разрезающая передача, в последний момент Шебека блокировал удар, и второй удар уже не получился, но секунда была до пропущенного мяча, там, правда, был, конечно, в воротах Антона Шунтона, все равно очень близкое расстояние было, и могли отличиться местные футболисты. Чуть больше 10 минут остается до конца основного времени матча. Пока немного замен было, поэтому не очень много будет добавлено времени, не было таких... А вот и замена в составе Крумкачева, я думаю, вместо Прохачева выйдет Кирилл Алексеян, давно его не видели на поле мы. Теряют мяч эти футболисты после аута, и будет замена сейчас двойная. Сначала у Клецка, потом у Крумкачева. Вот так вот обратная замена состоялась в составе Крумкачева. Евгений Брилев, вышедший на поле во втором тайме, уходит с этого поля. И у нас выходит Кирилл Алексеян. За какую позицию будет занимать Алексеян, учитывая, что номинально он левый защитник, видимо, Прохачев переместится вперед или нет. Пока Алексеян занимает позицию нападения. Это очень интересно. Вот уже на левом фланге атаки. Опасная игра, да.
Сначала Баскакова для того, чтобы успеть к мячу. Смотрим, где Алексеян располагается. В центре поля. Опорным, видимо. Два раза блокирует удар футболистов Клецка. Сначала это был Владимир Шибек, а потом Олег Дыбы. Важно внимательно провести концовку. Всего лишь один гол разделяет команды. И забил Александр Былина со штрафного в середине второго тайма. Нарушил правила Жданов против. Владимир Шибека не дает подобраться к мячу нападающему Клецка, и Антон Шунто будет вводить мяч от ворот. Не будет разыгрывать Антон, будет сильно бить поле. Кирилл Алексеян забивает гол. Вот так вот замена сработала. Обратная замена Алексея Кучука. С близкого расстояния Алексеян замыкает передачу Павла Баскакова с фланга. Второй мяч в сезоне забивает Алексеян, если считать гол, забитый в Смолевическом районе в матче со СМИ Автотрансом во втором туре, когда после подачи углового тем самым Алексеяна мяч залетел в ворота. Да ну как? Что, Баскакова за возмущение показывает желтую карточку, да? Мне бы могли тоже показать, я тоже так возмущался. Замена в составе Крумкачев как раз таки Баскаков. Нет, не Баскаков. Посмотрим сейчас по позиции, кто уходит. Денис Лукашов уходит с поля. Выходит Олесь Филипенко на поле у нас. И
Хороший матч провел Денис Лукашов. Благодарим его за игру. И молодой, взятый в аренду у Минского Динамо Олесь Филипенко занимает свое место на поле. Остается играть чуть более 5 минут. 4 минуты основного времени плюс добавленное. Добавлено не должно быть много, 2-3 минуты. Сразу же Филипенко вступает в отбор. И Алексеяну немножко не хватило для того, чтобы непростым сложился матч в Клецке, долго не могли забить гол Крумкачи, и хозяева огрызались вполне неплохо, не то чтобы очень опасно, но перспективно. Но гол Александра Былины стал таким рубиконом, который разделил этот матч на две части, и после этого уже был при счете 1-0 был опасный момент у ворот Антона Шунтова, когда нападающий едва не вырвался на оперативный простор, но Владимир Шибек успел в последний момент заблокировать этот удар. А потом вышедший на замену вместо Брилева Алексеян забил второй мяч в этой игре. Следующие выходные будут насыщенными для Крумкачева. Сначала 25 августа мы примем участие вместе с вами, дорогие болельщики, в празднике Хмельнов Фест. В субботу. Для болельщиков Крумкачева по сезонным абонементам вход будет бесплатным. А если вы придете с 12 до часу дня на этот праздник, будут выступать такие группы, как Крама, Крамбуля и Машина времени. Вот, это касается субботы. А с большой вероятностью матч с Молодечным будет перенесен на воскресенье. Точно мы сообщим в начале следующей недели, когда будет достигнута договоренность со стадионом РСОР-БГУ, и тогда мы точно вам скажем, сообщим в наших социальных сетях, и тогда 26-го встречаемся в Минске на футболе. Ждем всех болельщиков. Выходит на поле. Готовится выйти на поле Сергей Адаська на последние несколько минут. Просто 23 номер. Еще один угловой подадут хозяева. Готовится хозяева выполнить второй угловой подряд. Пролетает мяч вблизи ворот, опасно очень было. Сейчас меняют Дмитрия Гафария с Сергея Адаська. Хороший матч провел Гафария, выиграл много мячей. Баскаков уже на минималках играет, посмотри. Сейчас снимет бутсы. Сразу же нагружает фланг Адаська, но выигрывает Сергей мяч, не дает пройти себя. Слабо сыграл точно Адаська. Пошло у нас добавленное время, на самом деле. Не видел, сколько добавлено. Не видел, сколько добавлено.
2-0 в пользу Крумкачева. Так заканчивается матч в клетке. Осталось несколько минут, буквально там, я думаю, может быть, за секунд. Отмахивается защитник, отмахивается нападающий Клецка от Владимира Шибека. Ну, погашен конфликт, арбитр подоспел, и не случилось у нас серьезного какого-то нарушения недисциплинарного поведения. Но сейчас интересно, что Клецк стал заложником как раз таки качковатого поля, потому что выиграл мяч у Былины там футболист Клецка, но неудачный отскок и не смог он дальше продвинуться. И может еще быть атака. Ну что, доходят Крумкачи на третий гол, бегут. Находит Джордан третий гол, забивает свой. Таким образом, Кошель становится самым лучшим бомбардиром Крумкачева за всю историю клуба. Вот таким получился этот гол, третий гол Крумкачева. И матч закончен. 3-0 в пользу минской команды. Спасибо вам, что смотрели нашу трансляцию. Напоминаем, что в этом матче Крумкачи забивали только во втором тайме. Александр Былина, Кирилл Алексеян и Сергей Кошель забили 3 безответных мяча в ворота Клецка. В следующее воскресенье ждем вас на домашнем матче с Молодечно на Арцоре БГУ. Не заканчиваем мы нашу трансляцию, ждем мы. Посмотрим, как команда будет приветствовать болельщиков. Отмечать эту победу вместе. Сложную победу, не просто было здесь в Клецке. До первого гола игра шла просто не то что равная, но много было моментов у Крумкачева, но держались местные футболисты. Еще раз спасибо всем, что смотрели нашу трансляцию. Приходите на футбол, приходите на Крумкачи. И встретимся с вами через неделю. Спасибо, всем пока. Не, подожди, не вырубай. Не вырубай. Сейчас хоровод водить. Думаешь, будет? Ну вот, можно быть. Или фото там что-то. Ну, может быть, да. Не, Ждан пошел, значит, не будет. Просто как бы... Не, сейчас самые дойдут. Все. Надо не собрать. Надо собрать. Сейчас. Да. Да. Спасибо.
Леша, Леша. Приболел, но я как бы это самое движу пока. Давай. Давай, ну, соберем по-быстрому, наверное.